Рамиль, Да? вы всегда ведь играете положительного героя, в комедиях участвуете, а ведь были ведь и отрицательные роли. Ну, отрицательная роль у меня была одна. Я в спектакле, когда еще только начал работать в театре, «Корак», меня срочно ввели на роль убийцы. Я выходил на сцену, садился с Ильдаром Хайруллиным рядышком на скамеечку, говорил ему 2 фразы, а потом брал нож, его убивал и исчезал. Не было какой-то антипатии зрителей? Говорят, ах, Рамиль. Ну, конечно, цветов мне не дарили после этого. И сәнмесіз хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня наш гость подготовил специально для вас рецепт древнего популярного татарского блюда. И готовит его заслуженный артист Республики Татарстан, актер театра имени Камала Вазиев Рамиль. Встречаем! И сәнмесіз Рамиль. Здравствуйте, Руслан, здравствуйте, уважаемые зрители. Я к вам, по традиции, не с пустыми руками. Там рецепт этого блюда, который я анонсировал. Нет, рецепт блюда мы попозже, а здесь у нас это пригласительный на замечательный спектакль «На молодые сердца» Фатхи Бурнаша. Рамиль Вазиев, заслуженный артист Республики Татарстан, актер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Родился 27 сентября 1973 года в городе Набережные Челны. Окончил актерский факультет Казанского университета культуры и искусств. В 1995 году был принят в труппу Камаловского театра. В театре на его счету не один десяток ролей. Среди них Нуриддинов без витрил, Прозоров в спектакле «Три сестры», Шурале в «Светная Хачей», сын в «Здравствуйте, мама, это я», Джакфар в «Кукольной свадьбе» и многие другие. Рамиль Вазиев – лауреат театральной премии имени Серазиева 2011. Женат на актрисе Алсу Каюмовой. Вместе с ней воспитывает 3 детей. Рамиль, на самом деле мы вас уже давно ждем, потому что ваша супруга Алсу, кстати, ведущая актриса театра Камала, уже хвалила, говорит, у меня супруг, говорит, так готовит пахлаву, Руслан, говорит, пальчики оближешь. Надеюсь, это правда. Постараюсь оправдать. Ну, а я постараюсь помочь, потому что я ни разу не готовил пахлаву. И, кстати, вот честно говорю, даже не знаю, как все это происходит, поэтому мне будет тоже очень интересно. Все, что нужно, помогу. Какие ингредиенты у нас для теста? Расскажи, пожалуйста, Рамиль. Так, берем вначале 500 грамм муки. Здесь все четко должно быть, да? Да, конечно. Так, Разрыхлитель. разрыхлитель. И нужно будет охлажденное масло, сливочное. Так, пожалуйста, масло. Сколько грамм уж, раз мы сегодня по граммам? 300 грамм. И мы должны все это здесь порубить. Традиционный вопрос, раз уж мы говорили о старинных рецептах. Кто это блюдо готовил? Может, в вашей семье? Или как-то? Нет, в нашей семье готовили такие традиционные наши любимые татарские блюда. Это, конечно же, губадьян, далеш, костыбы, шпышмак, кыштали. Вот вырос я на татарской такой Да, кухне. и потом уже думаешь, ну я что-то должен оригинальный среди родственников отличаться чем-то. И Да, нашел да. рецепт этого замечательного блюда. Да, я любил это дело, искал рецепты. В то время, когда я рос, это же советское время было, найти какой-то рецепт интересный, оригинальный, это была проблема. Я же из Набережных Челнов. Вот у нас в доме, внизу, на 1-м этаже, был продуктовый магазин большой, замечательный, и около него кафетерий был. Там при этом кафетерии находилось кондитерское производство, то есть эклеры, пирожные, этот запах поднимался до нашей квартиры даже. И вот у меня возникла идея, я должен приготовить эклер, научиться. Но рецепта-то нет, нигде не найдешь. Я говорю, маме, пойдем туда, вот это кондитерское производство, с поварами, Узнаем. с кондитерами разговаривать, узнаем. Вот. Мы спустились. Ну, кондитер, конечно, очень удивился, что какой-то мальчишка, там сколько мне там было, 11-12 лет, и вот она дает мне этот рецепт. То есть написала прямо все? Нет, она мне диктует. Ага. 6 литров воды, столько-то килограммов там масла, столько-то килограммов сахара. То есть они же готовят на продажу. Мне же не надо там 200 штук. Мне надо, да, ну, штук 10 хотя бы приготовить. И я пришел домой счастливый с этим рецептом и начал все это высчитывать.
И вот экспериментным путем я все-таки добился, сделал его и приготовил эти эклеры на заварном тесте. Получились? Получились очень вкусные. Вот так вот, друзья, не бойтесь экспериментировать в любом возрасте. Так, Что нам дальше надо у нас? отделить яйца, белки от желтков. Это очень ответственный момент. Я предлагаю, Рамиль, давайте сами. Мгм. А я Пока тихонечко, порубить, вот да. так вот, рядом тоже поучаствую в процессе. После таких вот кулинарных историй в детстве, да, наверное, все-таки мечта была сначала стать поваром. Да нет, такой мечты у меня не было, стать поваром. Я... То есть уже Ну, наготовился. Да, ну мне нравился сам процесс. Мы, значит, 3 желтка вот сейчас добавляем к этой муке и также ножом рубим все это. То есть все это пока перемешиваем, так? Да, а белки пока откладываем, а нам они пригодятся потом сахаром Чуть позже. взбивать. Чуть позже, да. И один желток мы оставили для смазывания. Мгм. Поваром-то у меня мечты не было. Я как раз в то время уже познакомился с таким замечательным человеком, как Куликова Валентина Михайловна. Она была руководителем театра студии Грей. Это при в Набережных Челнах. Набережных Челнах, да, при Дворце культуры «Энергетик». Когда уже я заканчивал школу, изъявил желание стать артистом, она мне дала направление, показала, куда ехать, посоветовала мне ехать в Казань, работать в татарском театре. Но мама поддержала ваш выбор стать актером? Ну, как сказать, поддержала, она не сопротивлялась. Что дальше делать? Так, добавляем 300 грамм сметаны. Вот у нас Так, сметана сметана, здесь. пожалуйста. Да. И замешиваем. То есть все так же Тесто. замешиваем. Да, нож то уже есть не нужен. Нож уже не нужен, пожалуйста, давайте. Да, и нож уже не нужен. Мы замешиваем тесто. Тесто должно быть липким. Мгм. Так, Руслан, сейчас мы, наверное, вручную это будем делать. Нам нужна будет еще мука, Сейчас. потому что тесто липкое. То есть мы сейчас готовим тесто, да? Мгм. Потом мы его разделим на 4 шарика и поставим в холодильник, ну хотя бы на час его надо То поставить. есть тесто должно быть в отстояться. холодильнике примерно час. Ну и пока мы готовим тесто, расскажите, пожалуйста, из Челнов поехали в Казань поступать. Да. В Институт культуры, В Институт культуры, искусств, на факультет. театральный факультет, на курс Марселя Хакимовича Салимжанова и Фарида Равкадовича Чентаева. Началась моя взрослая жизнь. Я вот такой домашний мальчик, Который любит готовить и рисовать. Да. Приехал покорять Казань. оторвался. Мне вот мукой надо будет посыпать Так, каждый. давай. Разделил на 4 шара, и надо будет посыпать мукой. Для того, чтобы они не прилипали, не да? перелипали друг к другу. Да. Слушайте, ну занимательный процесс приготовления пахлавы. Не все так просто здесь. Так. После того, как поступили, на каком курсе уже были серьезные роли? Рамиль? Доверие Ну, было уже от учителей? Нас уже практически, мы же учились при театре, то есть в театре воспитывались. И уже как-то с первого курса нас уже занимали в массовых сценах. На втором или на третьем курсе я уже принимал участие в спектакле «Ромео и Джульетта». В таких массовых сценах нас занимали. Вот все, у нас шарики готовы. Так, я покажу нашим зрителям. То есть 4 кусочка, 4 шарика. И их мы отправляем на 1 час в холодильник. В холодильник. Хорошо. Ну и пока наше тесто отстаивается в холодильнике, мы продолжим готовить. И я думаю, сейчас перейдем к грецким орехам. Да, мы их уже заранее помыли, и поэтому их надо немножко подсушить, поджарить на сковороде. Без масла просто. Да-да-да. Вот после окончания Института культуры вас всех 9 пригласили в театр имени Камала? На данный момент в театре работаем, значит, я с нашего курса, Ильтизар Мухаммадгалиев, Минвали Габдуллин, Фанис Диганшин, Радик Бариев, Искандер Хайруллин. Практически все были у нас на кухне, кстати. Да, Миляуша Шехуддинова и еще Наиля Назипова. Она сейчас работает в Альметьевском театре, в Альметьевске. Как мы пришли уже, начали работать в театре, весь наш курс, участвовал в спектакле «Джонки Секэм». Это наш первый спектакль, первая работа на профессиональной сцене на большой. Но секрет этого спектакля в том, что Туфан Меңнуллин эту пьесу специально написал для нашего курса. И вот Фарид Равкадович Чентаев специально вот, Но вот тем ставил. ценнее ведь этот спектакль.
По-моему, Руслан, уже готово. Ну да, аромат орехов уже на кухне присутствует. Мы сейчас это должны порубить. Давайте переложим. Осторожно, тут горячо. Так. Это можно сделать и в блендере, но мы... То есть нужно порубить орехи, да, сейчас? Да, измельчить. Это можно и в блендере сделать, а мы вручную Так, это мы будем сделаем. оставшуюся часть орехов тоже Да, это подсушим? тоже подсушим. Так. Это у нас пойдет на украшение сверху. А, это для украшения. Да. Рамиль, Да? вы всегда ведь играете положительного героя, в комедиях участвуете, а ведь были ведь и отрицательные роли. Ну, отрицательная роль у меня была одна. Я в спектакле, когда еще только начал работать в театре, «Корак», меня срочно ввели на роль убийцы. Я выходил на сцену, садился с Ильдаром Хайруллиным рядышком на скамеечку, говорил ему 2 фразы, а потом брал нож, его убивал и исчезал. Не было какой-то антипатии зрителей? Говорят, ах, Рамиль. Ну, конечно, цветов мне не дарили после этого. Нет, всегда тяжело, да, играть негативных персонажей, отрицательных героев. Да нет, не сложно. Вот вы ведь, когда пришли в театр, еще начинали с Марселем Селимджановым. Да, Марсель Акимович был руководителем нашего курса. Фарид Равкатович Бекчентаев был педагогом. Марсель Акимович нам в своем кабинете на первом курсе читал лекции. И вот даже сейчас я иногда конспекты этих лекций перебираю. То есть все сохранилось? Да. И вот все это всплывает, как мы с трепетом, с таким. Заходили в его огромный кабинет, красивый-красивый. Садились за этот огромный-огромный стол, где у него с актерами проходили читки пьес. И с таким трепетом его слушали, боясь шелохнуться. А Фарид Равкатович был педагогом нашего курса. Он только вот закончил ГИТИС, ему было там 27 лет. Он вот выпустил только первый свой спектакль «Бичура», «Охбаш», «Вахигаса Фазани», потом уже начал преподавать. Он практически, ну, можно сказать, 24 часа в сутки проводил вместе с нами. У нас занятия даже за полночь заканчивались. И мы даже иногда не возвращались домой, оставались там ночевать. Ночевали в театре, да, потому что он давал задание, чтобы мы утром уже какой-то этюд, что-то показали. Рамиль, орехи у нас готовы. Но готовить пахлаву мы продолжим после небольшой паузы, и вы узнаете секреты кухни театральной и, конечно же, секреты приготовления пахлавы. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях замечательный актер, кулинар и очень интересный собеседник Вазиев Рамиль. Рамиль Бекзурахмет, спасибо, что пришли. И делится он секретом приготовления старинного татарского блюда пахлава. Рецепт очень интересный. Тесто у нас по-прежнему в холодильнике. Здесь у нас белок. И мы сейчас будем взбивать белок с сахаром. Сахар есть. Так, давайте я к блендеру. Чуть-чуть соли добавим. То есть можно уже взбивать? Да, на малых оборотах. Значит. Так. И потихоньку Так, добавляем да, сахар. Сахар, да, 2 стакана сахара. Здесь у нас 4 белка на 2 стакана сахара. Так, еще. Но процесс не быстрый, да? Да. Поэтому мы продолжим разговор. Рамиль, а вот не сложно ли работать с супругой в одном театре? Давайте вспомним спектакль, где вы все-таки вместе сыграли 2 персонажей. Это мы еще не были женаты. Это Казан егитлері. Да, мы играли там пару. Даже на То сцене. есть влюбленную пару. Влюбленную пару, на сцене даже целовались. Ну, вот так вот. Было. Отразился ли вот эти роли и этот поцелуй в дальнейшем на вашей судьбе? Ну да, вот результат. У нас 3 детей. Все-таки, видите, друзья, театр делает свое дело, и играешь вроде влюбленную пару, да, а потом понимаешь, что жить без нее не можешь. Да, так и произошло. С чем мы вас и поздравляем. Так, взбиваем еще Взбиваем. немножечко. Итак, дорогие телезрители, мы взбили белок с песком. Смесь у нас практически готова, получилась вот такая вот густая. И остается сюда добавить, Тогда добавляем ванильный сахар. так, ванилин. Да. И тертый грецкий орех. Так, и начинка, можно сказать, что на этом готова. Начинка готова, да, надо будет хорошенько перемешать. Но всё это. сейчас Рамиль переходит к самому главному тесту, которое у нас целый час охлаждалось в холодильнике. Рассказывайте.
Так, мы берем один шарик, остальное пока убираем в холодильник. Обратно, да? Обратно в холодильник. Тесто это капризное, мягкое. Его даже, наверное, не раскатывать, а больше растягивать нужно. Вот по форме противня. Да, мы берем противень стандартный, Ага, надо будет его еще покрываем его смазать. бумагой. Это, Да, для выпечки пергаментом. И надо будет еще его подсолнечным маслом то есть мы смазать. пергамент смазываем маслом растительным. Да-да-да. Так, хорошо. Сейчас я закончу с начиночкой. Рамиль, но мы продолжаем с вами нашу интересную беседу. И из театра хочется немного перейти поближе к нашему любимому телевидению. Конкретно каналу ТНВ, на котором, кстати, многие не знают, Рамиль уже много лет работает. И если в театре вы можете его лицезреть, то на телевидении вы можете его услышать. Но вообще приход в телевидение был не таким простым. И я вначале пришел на студию библиотеки для слепых. Начал записывать звучащие книги. Там в то время работала замечательная Флёр Закиевна Залялова, супруга артиста нашего театра, Халима Залялова. Это был очень хороший опыт, около микрофона, часами, по 6 часов. Она терпеливо меня слушала. Она поправляла меня, учила делать правильно логические ударения, верно читать, потому что это же все приходит с опытом, не просто так. И вот затем уже в моей жизни появилось радио. Наше любимое радио, которое находилось на улице Горького, радио «Татарстан». Там прекрасный режиссер Альфия Гилязова, она меня пригласила, и мы там записывали очень много рассказов, стихов, я вел передачу детскую. Несколько лет я там поработал. И потом уже вот это все меня привело на телевидение, когда уже открылась студия дубляжа на канале, где тоже был прекрасный коллектив под руководством Альфии Ярыш. Вот сколько лет уже, вот с 2000 года я там работаю, Ведь вы озвучиваю. и индийские сериалы, Да. и мексиканские. Мы там уже озвучиваем и документальные фильмы, на татарский язык переводим, и мультфильмы приходится озвучивать, и индийские сериалы, и мексиканские, и итальянские. Противень у нас готов. Пергаментную бумагу мы смазали растительным маслом. Начинка готова. Сейчас самое интересное. Так, сейчас мы... Так, Ладно. давайте здесь. Так, лучше вот так. Процесс нелегкий, трудоемкий. Давайте помогу. Опа. Ага, отлично. И сейчас момент закладки начинки. Вот эту начинку надо разделить нам на 3 части, то есть 1/3 мы выкладываем Ага. и распределяем. Так, мне кажется, это еще немножечко. Вот. Так, это я доверяю, Рамиль, вам. Да. Или можно это вместе делать? Вот я вам сегодня помогаю. А ваша семья же... Сколько у вас детей? 3. Трое. Они, наверное, тоже помогают готовить? Ну, пытаются, ну, Нет у них тяги, как у вас в детстве там? Что-то самим приготовить или помочь родителям? такая тяга есть. Но они еще, как Слишком сказать, малы? слишком малы, им не все доверить можно. Руслана, сейчас у нас вот второй слой теста готов. Давайте И второй получается мы слой. поверх, да, его? Да, поверх кладем. Так. Ну, действительно, дорогие телезрители, процесс приготовления пахлавы заслуживает максимум внимания, терпения, Да. а результат вас порадует, я уверен. И сейчас вторым слоем начинку. Да, второй слой начинку, еще один слой теста, еще раз начинку. И 4-й слой уже сверху покрываем. И И там, только потом в духовочку. да. Продолжаем работать. Мы закрыли 3-й слой начинки 4-м пластом теста. И сейчас переходим к финальному приготовлению блюда и отправке его в духовке. Да, мы сейчас должны верхний слой смазать. Так, яйц- желтком. Желтком, да. Чуть-чуть масла подсолнечного. Так, вот, пожалуйста, масло. Все это вместе так делается, да? Также у нас еще остались грецкие орехи для того, чтобы украсить верх нашей пахлавы. Рамиль, вы уже сказали, что у вас 3 детей. Как семья актеров, супруга актрисы, вы актер, хотели бы, чтобы и дети пошли по вашим стопам? Вот в душе. Сложный вопрос, сложный. Ведь они сейчас насмотрятся, ходят на спектакли. Ходят. Тоже захотят ведь, загорятся глаза. Обязательно загорятся, захотят. И уже есть такие Уже предпосылки. есть, да, предпосылки?
Не знаю, посмотрим. Что делаем еще? Сейчас мы надрезаем вот верхний только слой Так, ромбами. пожалуйста, я буду смотреть. Ромбами, Для чего да, мы это делаем? острым ножом. Ну, намечаем Для красоты? для красоты, да, потом будем украшать. Но очень сложный процесс приготовления этого блюда. Действительно, ювелирная работа. Да, здесь нужно терпение. Вот мы надрезали. Очень красиво получилось. Сейчас берем вот эти орешки, которые мы приготовили для украшения. Так, И аккуратненько. самый интересный процесс. Готово. Готово, да. Все украсили. Всего каких-то 3 часа. И на 40 минут Бисмилляй-тып, отправляем нашу пахлаву, приготовленную исключительно по старинному татарскому рецепту. Ждем. Ну а в нашей программе это буквально одно мгновение, и будем пробовать с вкусным татарским чаем пахлаву. Пахлава. Сливочное масло порубили и перемешали с мукой. Затем добавили 3 желтка, сметану и замесили крутое тесто. Далее тесто разделили на 4 части и отправили в холодильник на 1 час. Тем временем приготовили начинку. Грецкие орехи подсушили на сковороде и измельчили. 4 яичных белка взбили с 2 стаканами сахара и смешали с измельченными орехами. Одну часть теста раскатали в тонкий пласт и выложили на смазанный растительным маслом противень. Сверху распределили небольшое количество начинки. Те же самые действия проделали с оставшимся тестом и начинкой. Последний, 4-й слой, смазали взбитым желтком, сделали небольшие надрезы в форме ромбиков, а в середину каждого ромбика положили половинку грецкого ореха. Пахлаву выпекали в духовке 40 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Рамиль, вот и настал тот момент долгожданный, когда мы будем пробовать пахлаву, которую мы готовили очень долго и с любовью. Руслан, и вот это вот действительно с любовью приготовленное блюдо я бы хотел посвятить своей маме. Скоро, 18 февраля, у нее день рождения, юбилей. Ей исполняется 65 лет. Айсула Ахметовна. Я бы хотел от всей души поздравить камеру, ее Айсула Ахметовна. с днем рождения, с этим юбилеем. Пожелать ей крепкого здоровья. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, радостью и любовью. Поздравления сказаны, ну а сейчас пробуем. Пробуем. Бисмилля рахман рахим. Это самая вкусная пахлава, которую я ел за свои 30 с небольшим лет. Молодец, браво! Я рад. Рамиль, большое спасибо за это замечательное блюдо. Рецепт этой пахлавы действительно украсит коллекцию наших татарских блюд. Блюдо, конечно, готовится долго, но оно стоит того. Поэтому советую, друзья, прямо сегодня приготовьте пахлаву и порадуйте своих близких. Рамиль, считанные секунды, мгновения остаются до завершения нашей сегодняшней программы. Я вас благодарю. Благодарю за очень интересную беседу и, самое главное, за вкусные блюда. Бигзир Ахмед. Вам большое спасибо за приглашение. Но это еще не все. Все-таки, как человека творческого, я бы попросил вас в конце нашей программы, певцы у нас поют, но у вас, как актера, и самое главное, человека с необычайно красивым голосом, прочитать какое-нибудь, может, стихотворение или отрезок поэмы. Мой один из любимых моих поэтов — это Владислав Ходосевич. И вот у него есть такое стихотворение, называется «Жизель». Но оно так об актерской доле. Да, да, в слепой и нежной страсти переболей, перегори, рви сердце, как письмо на части, сойди с ума, потом умри. И что ж, могильный камень двигать опять придется над собой, опять любить и ножкой дрыгать на сцене лунно-голубой. Для вас сегодня готовили и читали красивые стихотворения Рамиль Вазиев и Руслан Шербудинов. Смотрите нас каждый день на канале ТНВ. Пока-пока. Всего доброго. Рахмет.